Сегодня мы находимся в штабе татар и узнаем, как же собираются провести лето татары Москвы. Тимур, подскажи, пожалуйста, что ты вообще ждешь от лета 2024 года? Самое потрясающее лето в своей жизни. Мы вчера его уже начали, мы вчера съездили на природу, у нас было 103 человека, почти все татары, но и немножко башкир. Мы купались, катались, играли в пейнтбол, шашлыки, плов, было все. В принципе, как вчера некоторые люди сказали, мы выполнили весь план на лето уже в первый день. Вот. Поэтому я надеюсь, что это лето будет вообще нереально крутым. Плюс надеюсь, что в этом году получится посетить не один Сабантуй, а несколько. Сейчас вот в Люберцах 15 числа, Коломенское. И мы съездим куда-нибудь, может быть, в Татарстан или в Башкирию, или в Нижний Новгород на местные Сабантуи. Вот. Так что надеюсь, все будет классно. Круто. А куда бы хотел именно съездить? Именно в Татарстане или в Башкирии на Сабантуй? В целом, без разницы, любое село Нижегородской области, любое село Татарстана. Я главное посмотреть, потому что я никогда не был. Чем тебя привлекает праздник Сабантуй? Мне нравится масштаб, мне нравится количество татар на одной территории, мне нравится, что очень много локаций и они разнообразные. Борьба, несколько сцен, татарская деревня. В последний раз, кстати, мне очень понравилось, уже ближе к концу выступала группа, кстати, из Башкирии, по-моему, с нереально крутым фольклор, но современный. Просто нереальный репертуар был, да. Мы танцевали несколько часов, наверное, под них, уже пошел дождь, мы все равно стояли, кайфовали. То есть ты из тех, кто сейчас предпочитает вот такую какую-то народную, фольклорную историю, национальную, так ведь? Недавно открыл для себя EBM Project. Я их слушаю целый день, например, я могу просто включить на работе, они у меня весь рабочий день играют. Это прикольно. Мне нравится, что разбавляют старые песни, классно, конечно, слушать, но они иногда чуть надоедают, хочется побольше движа, хочется какой-то бит. И вот ребята, которые делают такую музыку, они большие молодцы. Диляра, очень рада видеть тебя в штабе. Расскажи, пожалуйста, вообще, какие у тебя ожидания от лета 2024 года? Я предполагаю отдохнуть с пользой, возможно, да, не просто чтобы лето прошло и потом осень наступила, а сделать что-то продуктивное для себя, допустим, поработать, отдохнуть также, съездить в какое-нибудь место, попутешествовать. Вот ты сказала про путешествия, очень интересно, куда бы ты хотела поехать, полететь? Возможно, в Турцию или в Казань, вот, чтобы напитаться энергией, так скажем, и уже эту энергию отдавать людям. Искандер, рада вас видеть в штабе. Да. Скажите, пожалуйста, что для вас значит лето? Лето – это маленькая жизнь, которую я почему-то все время пропускаю. Вот что для меня такое лето. Вот вы сказали, что это маленькая жизнь, а вообще в идеале, в мечтах, возможно, как бы вы хотели его провести? Вот идеальное лето для вас? Ну, я бы хотел, наверное, съездить к морю, покупаться, пожарить шашлыки, погулять по ночному городу. А куда именно? Вот кто-то сказал мне про Турцию. Про Турцию? Я в Турцию не против, я готов к любым приключениям. Хоть в Антарктиду, на самом деле. Там тоже, кстати, купаться можно. Амира, смотри, вот кто-то хочет этим летом посетить Турцию или Казань, а ты куда хочешь полететь? Поехать? Ой, я бы хотела поехать к себе на малую родину. Летом я приезжаю обычно в село Шубино. Это одно из самых живописных мест в Нижегородской области. Всем советую посетить эти места. Чего бы ты нового хотела попробовать или же внести в свою жизнь именно этим летом? Я бы хотела сдать все экзамены, точнее, в сессию. И тогда для меня это будет шикарное лето. А еще обязательно к посещению Сабантуя в любом регионе. Главное на Сабантуй. Вообще, чем тебе нравится Сабантуй? Я люблю Сабантуй именно у себя на Малой Рудине в Нижегородской области. Я там ощущаю что-то более родное, знакомых певцов, Марат Ярулин, например. С друзьями можно пойти туда. Ильдар, здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, планами своими на лето 2024 года. Поехать в теплые края, желательно поближе к морю. Ничего себе. А вы там уже были? Бывало, конечно. А что вам там именно нравится? Нравится природа, но куда именно поеду, я не скажу пока. Секрет? Просто что хочу, чтобы сбылось. А вы суеверный? В этом плане немножко, да. Понимаю вас. Я хочу, чтобы погода была адекватная, стабильная. Не было такого, что плюс 35 сегодня, а завтра плюс 15. Я понимаю, что жары плюс 30 все лето не будет, у нас не такой климат.
23-25 градусов нормально. Джамиля, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие у вас вообще ожидания и планы на это лето? На это лето у меня грандиозные планы работать, еще раз работать. У меня запланировано 6 гастролей, 2 спектакля, 3 съемки и еще плюс другая работа. А еще что-нибудь помимо работы? А помимо работы у меня запланированы наши татарские выезды, тусовки, всевозможные татарские мероприятия. Что не может не радовать, согласитесь. Соглашаюсь. Особенно в такой потрясающей компании. Так, а есть, например, разница между тем, когда вы работаете летом и когда это происходит не летом, другие сезоны? Летом лучше. Летом лучше? Почему? Очень много съемок на природе. Это не может не На радовать. природе летом лучше, чем зимой. Зимой холодно. Ойдар сәлем. Сөйләле безгә җәйге планнарың нинди синең? Хәерле кич. Чынлап әйткәндә, җәйге планнар ул бераз ял итәргә, отпуск инде. Чөнки кыш эчендә бераз арылды. Әле бераз ял иткем килә. Авылга кайтып бераз булышырга кирәк. Авылда әле елга бар, шунда йөзәргә. Тәмне генә җиләк-җимеш ашарга планнарым бар, үсемлекләр. Чөнки уйлыйм инде яз улышын, җәй улышының өчен ясалган да. Тәмне генә ашарга, шатланырга, күп кенә кояш астында йөрергә, һәм дуслар белән күрешергә. Менә шундый планнарым миндә. Шәп. Җиләк-җимеш җыярга ошыймы? Әйе, ошый. Мин иң күбе тәмләп яратам чияләрне. Чия. Әйе. Ни өчен? Әйе, ничек инде әйтергә, яратуны бит әйтеп булмый ни өчен диye. Бу сиңа ошый яки ошамый? Миңа Нәме белән? чияләр бик каты ошый. Аннары миндә бик күп сливалар өйдә үсә. Мин слива яратамын. Кайдасыңмы? Минем өчен. Сиңа өчен инде берәрне китерермен. Айдар, подскажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то планы, связанные с штабом татар? Ну, в штабе татар я нашел много друзей, хорошую компанию, людей, с которыми у меня сходятся интересы, поэтому летом я планирую вместе проводить время. В основном это будут сборы по интересам, то есть прогулки, какой-нибудь активный отдых, например, плавание, выезды, танцы и так далее. Так, я уже могу загадывать желание между двумя лосу, чтобы это лето прошло хорошо. Спасибо. Так, девочки, ну расскажите про свои планы на это лето. Работа. Ну, глобальных планов нет. Самое важное — это вот экзамены, которые будут весь июнь. И все, а там июль-август. Что-нибудь выжить. Домой, конечно. Домой хочу поехать. Дома что? Дома родители, семья, еда, отдыхать. Отлично. А еще что-нибудь планируется на это лето? Может быть, поехать куда-нибудь, полететь? На самом деле, да, но пока что это не точно, поэтому не могу сказать. Секретики. Да. Ну, я хотела бы побывать в Казани, так как там не была ни один раз. Вот, надеюсь, получится съездить. Ну, и в Петербург тоже хотелось бы. Девочки, расскажите, пожалуйста, бывали ли вы на Сабантуе в Москве? Я была в Дубне как организатор Сабантуя в прошлом году и была в Коломенском. Понравилось тебе? Да, понравилось. А чем именно? В Дубне была очень хорошая атмосфера, очень хорошая компания. Мы ездили вот с ребятами со штаба. А в Коломенском, ну, просто было интересно посмотреть, как в Москве проводится, потому что я была у себя дома, вот, и было интересно сравнить. В чем разница между Сабантуем, который был в Коломенском, и у себя на родине? Дома ты всех знаешь, а тут чуть сложнее. Тебя это поздравляют, всем так весело, вот, а тут, конечно, очень много народу, но если со своей компанией прийти, то тоже хорошо. Я не была никогда на Сабантуе. Вообще никогда? Мы тебя приглашаем на Сабантуй, который будет в Москве. Ойнар сәлемнәр сезгә. Ярар, сезгә шулай ук. Сөйләп алыгыз әле зинһар өчен сезнең җәйге планнарыгыз нинди ул? Минем җәйге планнары инде менә безнең бар федеральный Сабантуйлар, алар 7. Сельский, городской, Шахтеров, мусульманский, Приволжский, Чеченский, 7 Сабантуев. Минем инде шул Сабантуйларга хуҗ жартысына да барсам ие. Мәскәүдән бер кеше җөрми. Менә мин бер үзем барам менә Пермгә. Бүтән бер кеше бармый Мәскәүдән. Шул Мәскәүдә 25 миллион тора. Шул федеральный Сабантуйларга кеше ничектер бик жаратмай җөргә. Менә, может быть, кайберсенә Гульнара барыр, менә мин шундый планнар Сабантуйларга барырга. Ondan sonra mında җәйкене килеп инде барыбер яшьләр якшәмбезне хоть ойга бер уздырырга кирәк, онытмасыннар. Безнең башлана жаңа ел.
укый торган жыл. Менә беренче курсларның студентларын бөтен шәһәрләрдән җыеп инде менә монда алып килергә. Менә мин хәзер генә кичә кайттым Самарадан. Самарада телевидениедә чыгыш ясадым, гәҗитләр, анда льготный подписка ясадык, без журналларга сөйләдек, и бөтен Самара яшьләрен беренче курс монда килсеннәр дип инде. Бурсак тәмне, да. Ну, менә ул әзрәк булды. Бик шады, но аз булды, тиз бетте. Да, тәмне нәрсә күп булмай. Шул әйе. Ярар. Рөстәм Фәйзов, сез чеченский Сабантуй турында сөйләдегез. Барырга исәп инде минем менә. Шундый хыяллар был. Мин Грознойда бер кашан булмадым. Шунда барып инде, Сабантуйда катнашып инде, майданга чыгып, көрәшеп тә алырга. Ayrılmamız olsa da suyunu dayalı zakış ayrılığını kanatlarını koyural ayrılığa sapılar ayrılmamız kanatlarını koyural ayrılık severler işaret ayrılmamız Yatkışını bari demez akış Yalnız kanat baksa da Bizi de birge bulalımamız Sular ürge aksa da Yalnız akış Kırgaz ayrım İyi sana deriye şaklarını Belemi biz kadereler İsemiz ayrılmağız Yılımayıp gelgen gibi Yine yava Allah'ım usta dibim Ufatana dimesine Tanrı'ga Vallahi bu diyim Düşmanlar kelimesine Diye yava Elif bezara Şiye Sesi gel Şeyleriye sıyırır Kızıldan giyedir Bu akşamda Ürseler kimler? Sağlarız Sırlanır Kalırız Başak koyalım Mahkum Şarımız Diyeler Еще!
на этой потрясающей ноте мы с вами заканчиваем это интервью. И подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и огонечки.